Добрый вечер. На часах 18:15. Это значит, что в прямом эфире сразу на 3 телеканалах: Якутия-24, НВК Саха, Мамонт и на радио Татим. Совместные агитационные мероприятия к выборам депутатов Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Позвольте представить участников сегодняшней программы. Их должно было быть 3, но партия социальных реформ, заявленная ранее, сегодня не участвует. Это значит, что эфирное время делят между собой 2 присутствующих здесь участника. Это Александр Васильевич Гоголев от партии «Единая Россия». Добрый вечер. И Федот Семенович Тумусов от партии «Справедливая Россия». Добрый вечер. Приветствую вас, уважаемые участники. Тема у нас сегодня развитие промышленности. Об этом будем сегодня говорить. И начнем, пожалуй, от вашего мнения по этой теме, насколько это важно, нужно. Промышленность в Якутии. Вы начинаете, у вас для вступительной речи 1 минута. Александр Гоголев, «Единая Россия», пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Для реализации экономической политики республики, конечно, развитие промышленности играет главную роль. Сегодня в Якутии традиционными являются добывающие отрасли. Они формируют сегодня 70% поступления в бюджет республики. В целом развитие, конечно, промышленности дает толчок не только в развитии других отраслей, это и малый, и средний бизнес. У нас Якутия богата недрами. У нас 2400 месторождений, 59 сегодня минеральных ресурсов, которые надо осваивать. И хочу сказать, что у нас и другие направления есть, да, для развития промышленности, допустим, поддержка IT-индустрии, которые могли бы там сыграть роль в развитии самой промышленности. Спасибо. Федот Тумусов, «Справедливая Россия», ваше вступительное слово по теме промышленности в Якутии. Пожалуйста, 1 минута. Сахам жана үтөкеһеннен. Дорогие якутяне, добрый вечер. Бастатан туран бу эркемге эфирге жавакка жамбаран келбеппенен хүддан үйрөн көтөнлөрөбүн. Урукку булас сааты битиерде киллербете телевидение аден. Онтан бу календар саңа булас телевизорунан эхитинге тара көстөрүп көңүлдүрүн ден эрен бар. Вообще, в своей книге, в своих научных трудах, и вот в частности в книге «Толкуй» это Государственная Дума, Дума государственная, я говорил о том, что в ближайшие десятилетия экономическое развитие нашей республики будет определять развитие промышленности. И в первую очередь добывающей промышленности. Это алмазы, нефть, газ, уголь, золото и другие направления развития промышленности. Но самое главное не это. Я считаю, что самое главное, это какую пользу они приносят нашим жителям, как растут доходы, участвуют ли местные жители в этой промышленности. Спасибо. Я считаю, самый главный вопрос время вот эти истекло. вот. Давайте углубимся в тематику. Как известно, Якутия – это регион промышленный, и от этого очень многое зависит в экономике нашей республики. Как, по-вашему, должно проводиться обновление промышленности в Якутии? На ответ у вас по 2 минуты. Александр Гоголев, «Единая Россия», вы начинаете, пожалуйста. Да, как я уже говорил, у нас очень много месторождений, да, у нас очень много минеральных ресурсов. Нам надо сегодня наращивать налоговую базу. То есть нам надо увеличивать добычу полезных ископаемых, увеличивать количество предприятий, которые используют инновационные технологии, тем самым снижая у себя себестоимость продукции. Нам важно сегодня сделать комфортные условия для того, чтобы наша продукция промышленных предприятий выходила не только на экспорт, не только на внутреннее потребление, а и на экспорт. Сегодня важно применять инновационные технологии. Вот мы как бы преследуем 2 цели. Да? Первое – это мы снижаем издержки предприятия, как я уже сказал, снижаем себестоимость продукции. Второе – это время. Время для производственника – это самое дорогое. Поэтому мы должны внедрять новые инновации для решения вот этих задач, 2 задач сегодня. Ну и хочу сказать, что в целом вообще нам, вот, как я уже говорил, есть традиционные, да, отрасли, добыча алмазов, нефти и газа. Нам надо добиваться, чтобы работали местные кадры сегодня.
Я представитель той отрасли, где сегодня мы полностью освоили профессию газовую. Да? На местах работают местные организации, местные кадры, 100%. Мы должны добиваться того, чтобы люди местные работали в других отраслях. Сегодня эта задача должна стать приоритетной. Мы должны у себя в правительстве принимать такие задачи, программы, чтобы привлекать местную молодежь, специалистов именно в эти отрасли. А как это сделать, это надо подумать, потому что люди устраиваются, потом почему-то увольняются. Нам сделать надо так, чтобы люди закреплялись. Спасибо. Федот Семенович Тумусов, «Справедливая Россия». Ваше мнение на этот счет 2 минуты. Как должно проводиться обновление промышленности и производства в республике? В прошлом году валовой региональный продукт в нашей республике достиг 900 миллиардов рублей. Совсем скоро это будет 1 000 000 рублей. Это хорошо, когда растут объемы валового регионального продукта, в первую очередь это промышленное производство. Тут 3 аспекта я хотел бы подчеркнуть. Первое – это экономические проблемы. В первую очередь, главная экономическая проблема – это огромная энергоемкость любого производства и огромная доля энергетических затрат в себестоимости продукции. Значит, промышленники должны преодолевать вот эти барьеры. Вторая – это, конечно, огромная транспортная составляющая, потому что республика огромная, и ввести произведенный продукт, значит, вывести за границу – это огромные затраты. И третья проблема – это технологическая. Мы все видим, что сегодня быстрыми темпами идет обновление, технологическое обновление в наших предприятиях промышленности, и это очень хорошо, но еще быстрее надо делать, потому что надо заменять человеческий труд. И, значит, автоматизированными, механизированными комплексами. И самое главное, я уже говорил о том, что вот партия «Справедливая Россия», я как депутат Государственной Думы, постоянно работаю над тем, чтобы наши местные жители участвовали в развитии промышленности. Для этого я внес законопроект в Государственную Думу от имени фракции «Справедливая Россия» о квотировании рабочих мест. Значит, что получается? Значит, наши промышленники доблестные, они приезжают, добывают, привозят вахтовиков, потом уезжают. Этого не должно быть. Они обязательно должны привлекать местные кадры, обучать местные кадры рабочим профессиям. Сейчас вот желающих работать очень много. Просто их надо готовить к рабочим специальностям, инженерным специальностям и заранее привлекать на работу. Тогда мы реально увидим, что развитие промышленности конкретно влияет на каждую семью, повышается доход. И это надо обязательно делать. Спасибо. Как известно, промышленным производством на территории Якутии занимаются крупные компании, недропользователи. Как Якутия должна с ними вести работу и взаимодействие? 2 минуты на ответ, пожалуйста, Александр Гоголев, «Единая Россия». Ну, тут очень важно, чтобы мы сохраняли ту политику, в рамках которой мы ведем равноправный диалог с недропользователями. Тут принцип ответственности, да? Главное, чтобы недропользователи учитывали мнение местных жителей, начиная с экологии и поддержки, социальной поддержки. На местах должны работать местные кадры, местные организации. При этом мы со своей стороны должны снижать административные барьеры для комфортной работы, допустим. Да? При этом самая сегодня важная задача промышленности – это обеспечивать на местах переработку продукции. То есть мы, как бы ни трудно было, должны создавать центры переработки. То есть будет переработка, будут новые фабрики, будут новые рабочие места. Будем наращивать налоговую базу тем самым. И до сих пор этого понятия почему-то нету, да, у недропользователей. Мы, да, там иногда просим их там построить школы, детские сады, там, они на это навстречу идут. Но именно вот упор надо сделать с сегодняшнего дня на именно создание центров переработки. Вот это вот самая главная задача, я считаю. Этим надо заниматься сегодня. Недропользователи сегодня, как говорили уже, занимаются вахтовым методом, да. То есть, если это все консолидировать, и у нас все это будет в одной этой, да, то есть рабочие места, там, местные кадры будут работать, то мы, как я уже говорил, нарастим налоговую базу. Спасибо.
Федот Семенович Тумусов, «Справедливая Россия». Как должна быть выстроена работа между Якутией и недропользователями на территории республики? 2 минуты. Я бы хотел выделить 3 аспекта вот этих взаимоотношений между субъектом Российской Федерации и недропользователями. Первое – это законодательное обеспечение, второе – нормативно-правовое на уровне субъекта Федерации, и третье – вот человеческий фактор. В законодательном плане «Справедливая Россия» и лично я выступаем за то, чтобы вернуть правило 2 ключей. Раньше было, когда недра открывались, было правило 2 ключей. То есть и Федерация имела право, и субъект, то есть Республика Саха-Якутия, имела право разрешать или не разрешать. И это давало большую фору ведения переговоров при составлении лицензионного соглашения. И это правило 2 ключей надо вернуть. Я выступаю за это. И «Справедливая Россия» выступает за это. Второе – нормативно-правовое обеспечение на уровне субъекта. Как происходит вообще? Да? Вот так называемое лицензионное соглашение, когда дают разрешение на пользование, всегда заключается такое лицензионное соглашение, и там учитываются интересы субъекта. В первую очередь социальный вопрос. Но потом они отменяются. Вот они должны иметь силу закона. Вот, например, Сургутнефтегаз обязывался построить нефтеперерабатывающий завод на 1 миллион тонн нефти. Но потом, в последующем, это исчезло из лицензионного соглашения. Вот Алроса, она обязывалась решать социальные вопросы. Теперь она освобождается от социальных своих обязанностей. Этого не должно быть. Это все должно быть закреплено законом Республики Саха-Якутия. «Справедливая Россия», фракция «Справедливая Россия», которая будет в Государственном собрании Ильтумен, обязательно будет добиваться того, чтобы вот лицензионные соглашения были закреплены в качестве закона, чтобы недропользователи потом произвольно не трактовали то, что было записано. И человеческий фактор. Руководители этих компаний, Сургутнефтегаз, Алроса, Богданов, Иванов, Токарев, это выдающиеся люди. И с ними надо нормальные отношения выстраивать. Вот прежнее руководство республики, она все испортила. Я надеюсь, что новое руководство республики наладит нормальные человеческие отношения в пользу республики. Спасибо. Уважаемые участники, Александр Васильевич, Федот Семенович, у вас будет по 1 минуте, чтобы обратиться к жителям, к гражданам республики. Александр Гоголев, «Единая Россия», вы начинаете, минута пошла. Уважаемые избиратели, голосуйте за «Единую Россию». Список «Единой России» сегодня возглавляет Айсен Николаев. Он уже многое сделал для якутян. «Единая Россия» – единственная партия, которая имеет сегодня четкие, понятные программы, которые сформированы с учетом пожеланий наших жителей. В списке «Единой России» сегодня есть уважаемые люди, очень много новых лиц, чьи взгляды и жизненные принципы сегодня направлены только на благополучие человека. «Единая Россия» дальше будет идти вперед, не сбавляя темпов. Поэтому, уважаемые избиратели, проголосуйте за «Единую Россию», за Айсена Николаева, за его команду. Один лидер, одна партия, мы команда. Все вместе мы победим. Спасибо. Спасибо. Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Ваша минута для обращения к якутянам. Пожалуйста. Дорогие якутяне, 9 сентября мы с вами изберем новое руководство Республики Саха-Якутия, нового главы республики и новый парламент. Для нового главу республики изберем обязательно молодого, сильного, перспективного, креативного, красивого молодого человека. Но ему нужен противовес. Противовес реально действующий, справедливый парламент. Поэтому надо голосовать за кандидатов за партию «Справедливая Россия». Күнде сақам жана. Бейге ағабағылық бұтын Илдарханы әдер әрчімнақ үйде кені бейге талық бұт. Олғын амаран бейге парламентға, сердақ парламенталық тапыт, күштақ парламенталық тапыт. Онна бейге сердақ Россия, «Справедливая Россия» депутаттырғар, кені кандидаттыры қоластадық бұтына самый сөптақ бағарынылында бұттен. Ханыбын онын «Справедливая Россияға» қоластан. Спасибо вам за эфир, уважаемые Федот Семенович Тумусов и Александр Васильевич Гоголев. Я на этом с вами прощаюсь. Смотрите по будням совместное агитационное мероприятие в 17:30 и 18:15 по 3 телеканалам. До встречи на наших эфирах.